Проблема бродячих животных в Абхазии стоит довольно остро. Чаще всего на улице оказываются домашние животные – собаки и кошки. Некоторым хозяевам становятся не нужны их питомцы, ведь они болеют, стареют и становятся обузой. Это яркий показатель человеческой жестокости и безразличия к братьям меньшим. Порой удивляет жестокость, с которой люди избавляются от своих питомцев. Новорожденных щенков и котят топят, выбрасывают в пакетах, оставляют погибать у мусорных свалок. Это пункт временной передержки бездомных животных в селе Дзукта Сухумского района. Он был открыт чуть больше года назад. В настоящее время здесь содержат около 50 собак с отлова. На данный момент мы принимаем только собак с отлова, то есть этим занимается непосредственно благоустройство, озеленительное хозяйство муниципальное, которое относится, получается, к администрации. Вот, они нам поднимают собачек бездомных, и уже мы там распределяем по вольерам, уже ищем семьи. Кто-то уже у нас довольно-таки долго находится в приюте, к сожалению. Не всех собак забирают. В настоящее время в приюте больше нет места для приема бездомных животных. В 16 вольерах содержатся по 3-4 собаки. Все они стерилизованы, кастрированы, привиты и находятся в ожидании новых хозяев. Мы в ответе за тех, кого приручили. Эта фраза из книги Антуан де Сент-Экзюпери как нельзя лучше описывает то, что должны помнить люди, заводя себе четырехлапого друга. Но как же быть с теми, кого никто так и не приручил? Или с теми, кого бросили хозяева? В один момент все эти четвероногие лохматые друзья стали не нужны хозяевам, и их легко вычеркнули из жизни по разным причинам, совершенно не оправдывающим жестокого поступка. Среди брошенок есть и породистые собаки. Проходя между вольерами, невозможно не уловить этот грустный, просящий о ласке, любви и свободе взгляд. Чуть больше, чем за год из пункта временной передержки бездомных животных в селе Дзукта удалось пристроить около 20 питомцев вместе со щенятами. Эта цифра, конечно, небольшая, но не может не радовать. Приют находится на содержании администрации Сухума. Также волонтеры и неравнодушные граждане помогают сборами. Собак здесь кормят один раз в день. На выгул выпускают, но редко. Собак мы стараемся выгуливать, конечно же. Естественно, происходит это не ежедневно, но по возможности стараемся как можно чаще. Все-таки нас в приюте всего лишь два охранника. Но охрана этим непосредственно не занимается. То есть я непосредственно управляющая и кормилец. Он же и убирает тоже, и следит там за порядком, так скажем. Проблема с бездомными животными существует во всех районах Абхазии. И в каждом районе есть волонтеры, которые пытаются помочь пристроить бездомных собак. Зоозащитник Мака Пиля уже 7 лет как лечит, ухаживает и пристраивает животных в Гудауте. Она создала страницу в Instagram Dogs Абхазия, которую ведет очень активно. Мака выкладывает фото, видео с информацией о необходимой помощи. Также осуществляет сборы на лечение и стерилизацию бездомных собак. Зоозащитник уже и не помнит счет всех четвероногих, кому удалось помочь не только вылечить, но и найти им новых хозяев. Был период, когда я вела и в журнал записывала, и создавала хэштеги, но когда уже перевалило за 400 или за какое, это даже уже невозможно было запомнить. И то есть даже ты понимаешь, ты знаешь ее историю или что-то какой-то момент ты вспомнить не можешь, думаешь, ладно, она есть, слава богу, периодически присылают приветы. В разных они странах не одна собака, а их десятками собак. То есть это, например, Германия, это уже мы умудрились и в Англию попасть, и во Францию. Только интернет, да. И общение и знакомство с людьми, которые также в волонтерстве, мы все взаимодействуем между собой. То есть я являюсь куратором в Абхазии, делаю все необходимое здесь, затем мы договариваемся с человеком, если он готов дальше изначально принимать участие в жизни собаки. И, естественно, я уже досылаю, это будет Москва-Питер, и оттуда мы уже готовим в разные страны. Естественно, сообща. То есть я концы не теряю. Другое дело, если уже семья, которая в Европе, у них там немножко свои законы и правила, то есть мы не имеем права их теребить, тревожить. Вы знаете, к сожалению, я не знаю почему, с чем это связано, наш еще народ настолько не готов. То есть они подкидываются, так скажем, на мимишность, на красивые фотографии маленьких щеночков, они такие прям, они хорошенькие, их возникают другие эмоции. Из щенка-то собака
вырастает в итоге. Ее тоже нужно любить, ее тоже нужно за ней смотреть. Естественно, такие же потребности у собаки, может быть, она ждет от человека каких-то действий. То есть пока они маленькие, да? Пока они маленькие, есть какая-то реакция. Затем мы потом увидим, либо она на улице, либо она на привязи, либо она отстреляна. Ну, разные были случаи. И, естественно, мы делаем акцент на то, чтобы они отсюда максимально больше уезжали. Зоозащитник Кама Мук Бахутаба уже много лет занимается волонтерской деятельностью. В силу своих возможностей при поддержке таких же любителей животных она помогает обрести кровь бездомным собакам. Я очень люблю животных, я сама работаю экскурсоводом, и вдоль шоссе очень много выброшенных щенят, всегда. Я когда еду на работу, я всегда смотрю по сторонам, какая сбитая собака, какая выброшенная. Я всегда, если я не могу сбитой помочь, я звоню волонтерам, значит, они приходят, подбирают ее, а щенят, которых выкидывают, я беру с собой и устраиваю. И я вот понимаю собак, я понимаю по глазам, они лишены речи, дара речи, да, вот, но я понимаю с полуслова, со взгляда, когда собаке плохо. Вот я подобрала щенят, никогда этот взгляд я не забуду, никогда. Вот я пристроила тут же их. В Абхазии есть еще один приют для бездомных животных в Гагрском районе, где также помогают брошенным на улицу питомцам. При этом зоозащитники отмечают, что создание приютов для бездомных животных не решает все проблемы. В этом вопросе главное повлиять на самосознание людей, чтобы они относились к своим питомцам более ответственно. Людям кажется, что вот надо их посадить, отправить в приют, пусть они в приюте сидят. А я считаю, что надо этих людей просто пригласить в приют, и чтобы они посидели напротив этого вольера, полминуты достаточно, и у них просто это из головы вылетит, как они вот, ну, тут же расхотят, и даже не то, что там приехать как-то навестить их, а даже от одного желания они просто избавятся. Это невозможно. Они сидят метр на метр в этой клетке. То есть дай-то Бог, если еще их выгулили, дай-то Бог, чтобы если еще как-то внимание им уделили. У них же психика меняется. Они даже ходить не могут от того, что у них не задействованы мышцы, и у них они просто атрофируются. Да. Здесь, соответственно, работают девочки, они информационно распространяют информацию, они периодически выкладывают в группах, как и Саида Оторба, у нее целый огромный приют, но она находит и время, и силы для того, чтобы параллельно пиарить, и до сих пор она отправляет в разные страны. Мы действительно делаем то, что в наших силах. То есть не так, что вот взяли их с улицы, они сидят там до посинения и все. Нет. Соответственно, мы уже как бы хотим и просим, мы просим людей, чтобы они не выбрасывали своих собак, не выбрасывали своих питомцев. Никаким образом это вообще никак, мы не приспособлены для того, чтобы принимать такое огромное количество, чтобы забирать на передержку. Это невозможно сделать. В приюты невозможно сделать. Все битком забито, действительно. И менять надо в первую очередь сознание людей. То есть не как строить. это сделать, по вашему мнению? Необходимо вводить в школе обязательно уроки добра. Максимально учителям находить время беседовать с детьми. То есть это новое поколение, которое будет нести то же самое. Это получается, что будет круговорот бесконечных вот этих вот проблем. Естественно, главы администрации, естественно, закон о защите животных, естественно, направить какие-то структуры, чтобы это все отслеживалось. Я знаю некоторых людей, которые занимаются разведением щенков. То есть этого человека взять обязательно под уголовную ответственность. Он занимается разведением. У него ни лицензии, ни разрешения. Где эти щенки? Мы в основном их подбираем. Они выброшены. Он скрещивает якобы с Курсхаром, Курсхар. В итоге получается непонятно, что и они на улице. Вот просто вот приводить таких людей сюда, и знаете, вот в принципе 3 минут здесь достаточно, чтобы поменялась идеология. вот Приют ваша- это не выход. Это временно можно, пока ты не обустроишь. Вы видите, им нужна свобода, любовь, им нужна, а в приюте этого нет. Приют, я соглашусь, это не панацея. То есть люди в первую очередь должны ответственно подходить к своим питомцам, к содержанию их. На сегодняшний момент это огромная проблема не только в Сухуми, во всей Абхазии. Очень много бродячих собак, да не то что бродячих, очень много домашних собак, которые на самовыгуле. Соответственно, они тоже ведь приплоды дают. Очень много выбрасывается щенков. Мне каждый день производятся звонки на телефон, то щенки нашли. Просто даже вот люди своих щенков хотят отдать, вот у них родила собака, вот они не хотят с этим, ну вот родила, проще выкинуть. То есть как-то более кардинально решить проблему люди не хотят. Часть бездомных собак сбивается в стаи, и ведут себя такие животные довольно агрессивно. В поисках пищи голодные собаки могут напасть и на людей, и такие случаи, увы, имеют место и в Абхазии. Жители нового района Сухума обеспокоены возросшим количеством бездомных животных. Так бродячие собаки нашли себе кровь
кров в здании бывшего детсада. Сейчас вечер мало, а днем их около 20-30 штук, не меньше. Стаями ходят, да? Конечно, это не один, не два, не три, это ужас. В нашем районе невозможно, особенно в этот двор. Дети уже не могут гулять, ходить. А бывали случаи, когда они нападали на людей? Конечно, сколько раз. Если которые кормят, хотят, пусть забирают домой. А если не хотят, пусть отправляют в приют. Ну, расстреливать я, например, не то, что против. А вы знаете законы, какие у нас вышли, и никто нам не дает, и вы их обстреливаете. Вот и все, проблема вот на этом. Я вообще не против собак, конечно. Я люблю животных, все, но то, что происходит сейчас у нас на новом районе, вот именно здесь, вот этот садик заброшенный, там собачий хутор у нас. Там они уже оплодились, я не знаю, там их очень много. Здесь есть женщины, которые их кормят, смотрят. Я бы тоже смотрела бы этих собак. Ну, столько собак, а сейчас летом особенно будет очень опасно. Бешенство может быть. И как потом, ну, кто будет отвечать за этих собак? Те люди, которые этих собак держат, пусть стерилизуют они их. Конечно же, немало и тех, кто подкармливает животных. Роза Камкия со своей подругой не только кормят собак, но и стерилизуют. Что хочу сказать, чтобы стерилизовать собак, и меньше будет щенков. Если все будем стерилизовать, если у меня подруги есть, волонтеры есть, они помогают. Скажите, вот все те собаки, которых вы подкармливаете, вы все уже их стерилизовали? Они уже они их 5 собак. Все стерилизовали с подругой. Я хочу, чтобы приют еще побольше вот этих собак, которые бездомные, чтобы взяли бы и там они держали бы. А так и растет, и растет. В нашей стране, как и во многих цивилизованных странах, действует запрет на отстрел домашних животных. Однако случаи отстрела бездомных животных все же бывают. Зоозащитники в один голос говорят и о необходимости принятия закона о защите прав животных. В парламенте находится документ, который должны рассмотреть на ближайшем заседании сессии. В проекте закона отражены вопросы жестокого обращения с животными, стерилизации, прописаны нормы мест их содержания. В основном там говорится об ответственном обращении с животными, о регулировании, вообще о правоотношениях. Да, в этой сфере у нас, как вы знаете, нету до сих пор закона вообще, нету никаких нормативных актов. Идет, получается, обязательство по обращению с животными, регулирование государством их численности, создание паспортов животных. Также государство обязано будет, значит, стерилизовать, да, как-то регулировать численность собак. Там не только это речь о домашних животных, речь идет и о диких, да, вот животных, и особенно в курортный сезон мы часто видим, да, вот всяких экзотических животных у нас в городах курортных часто видим, и как с ними обращаются, да, колят всевозможными препаратами. Там тоже все это у нас будет прописано в законопроекте. Говорят, что животные для нас всего лишь страница в жизни, а мы для них и есть целая жизнь. Каждый, кто решит завести домашнего питомца, должен нести ответственность за него и помнить, что мы в ответе за тех, кого приручили. Алика Трапшраму Камки, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.